день! Всех собравшихся сегодня в этом зале приветствует хор Чувашской государственной академической симфонической капеллы, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Российской Федерации профессор Марис Еклашкин. Нам очень приятно быть сегодня на вашем празднике, ведь 5 лет назад хор капеллы принимал участие в открытии музыкальной гостиной. И мы присоединяемся ко всем вышесказанным словам. Желаем вам новых встреч, новых интересных проектов и знакомства с новыми друзьями. И примите сегодня в дар от коллектива музыкальные поздравления. Музыка Николая Карлина на стихи Юрия Семендера. Таван Халага. Концертмейстер Татьяна Давыдова. Дирижер Марис Еклашкин. Oh
что сегодня очень интересное событие происходит в этом замечательном зале. Он маленький, но достойный. Дело в том, что наш коллектив здесь постоянный гость. А именно музыкальные гостиные являются источником доброты. Музыка несет добро, успокоение. Музыка несет гордость за нашу Родину и за тех, кто сегодня здесь присутствует. И звучит сегодня музыка, конечно же, разного плана. Вот мы очень дружны с Николаем Сергеевичем. Юрий Семенович легендарный человек. Он вошел в историю нашей чувашской музыки, в целом поэзии, как создатель изюминки вокальной лирики. Это Ушлан Гарибалан, «Калина красная». Перемирось Лукин, Люся Мендер, наивысший этап творчества, я считаю, лирического такого обрамления наших сердец, наших душ. Вы создали совершенно гениальное, потрясающее произведение, которое останется на века. И будут все петь, где бы ни пели, хоть в Чумерле, хоть в Татарстане, хоть в Башкирии. Всегда произведение производило очень приятное впечатление. Спасибо. И, конечно, очень много знакомых совершенно. Очень приятно, что вы сегодня находитесь. И в связи с тем, что сегодня у нас музыкальная гостиная, здесь неоднократно выступал симфонический оркестр. Здесь выступает наш хоровой коллектив. Совместные концерты. Я очень благодарен тому, что в Национальной библиотеке имеется такой источник красоты и доброты. И сегодня у нас еще очень примечательное явление. Севастьяновна Радушек. Где я тебя не вижу? Нет ее, да? У нее сегодня тоже сегодня замечательный совершенный день. Она очень импульсивная, очень беспокойная, постоянно беспокоится и говорит: пожалуйста, к нам приходите и так далее. Конечно, мы здесь всегда являемся данными гостями, и мы всегда готовы служить нашему родному народу, нашей родной республике. Спасибо. Вера, мы хотим, дорогой мой человек, сегодня тебя поздравить с одной песней, которая каким-то образом попахивает весной, весна. А весна – это надежда на будущее, в обновление всего того, что есть в нашей жизни, мой дорогой человек. И мы здесь сегодня хотим поздравить замечательной, на мой взгляд, песни, которую в свое время обработал профессор Московской консерватории, это Свешников, и ректор консерватории Московской, Александр Васильевич. Эта песня называется «Черемуха цветет, расцвела черемуха под окном». И скоро мы будем ждать этого цветения. Поздравляем вас. Я сегодня буду говорить о Анатолии Кирилловиче, потому что его песня «Эмерзаки Сарлага» пронизывала в душу всех. Молодцы, такой песню в Сюрии написали, вы замечательно просто. А вон у нас Николай Ереванов, тут множество, Юрий Жуков, тут Станислав Ильин, да и не перечесть, все свои, Михаил Григорьевич Кондратьев, художник рядом, доктора наук. Замечательно просто, что вы присутствуете. Полковники, майоры присутствуют. Ну просто великолепно. Великолепно. Спасибо большое. Итак, звучит для вас, прежде всего, конечно, для вас, русская народная песня «Расцвела черемуха под окном». Пожалуйста. Oh
Филипп Миронович Лукин на стихи Аркадия Лукина «Ежелеть Чуваш, Держиве, расцветает край Чувашский».